Как отдельно взятый человек может развалить экономику целой деревни? Оказывается, это проще простого. Такая ситуация произошла в Арском районе. История началась еще в 2017 году. Владение колхоза Турнали Арского района приобретает Лутфулин Зуфар Равилович, известный в республике предприниматель и успешный руководитель хозяйства в Высокогорском районе. Начиналось все довольно неплохо, обещания звучали пафосно, достойные зарплаты и развитие села на словах. На деле же фермерский крупный рогатый скот был распродан, токарные и столярные мастерские разрушены и сданы в металлолом. Большинство работников либо не получали зарплату, либо были освобождены от своих обязанностей принудительно. На днях здесь начали разбирать на куски амбарные склады. За ненадобностью. Ломать, как говорится, не строить, так решил инвестор. Жители против. Большинство из них лишились работы, да и собственного производства. Порядка 2000 гектаров земель теперь пустуют, вернее, зарастают сорняками. Цветущие деревни превратились просто в сельскую территорию с людьми, которым негде работать. Инвестор при этом пожимает плечами. Объяснять что-либо, мол, не хозяйское дело, а хозяин тут один, а значит, что хочу, то и ворочу. На чьей стороне закон и какие обязанности предполагает инвестирование в сельскую местность? Как большой бизнес ломает судьбы маленьких людей в репортаже Диляры Юсуповой. Это не человек. Все ушли, трактористы, доярки уже. Там в Культисинской деревне работают некоторые. Вот. Моя земля, все. Я, говорит, деньги платил на этот участок. Все. Все земля, говорит, моя. Все, говорит, подмету, говорит, подметлом. Увезу, говорит, отсюда. Ничего не оставлю, говорит. Сравнять с землей не так уж сложно, когда сам не строил. Наша группа приехала в Арский район аккурат в самый час разрушений. Нанятые рабочие вторят, постройки аварийные, так сказал хозяин. Правда, бумаги с документальной оценкой ни у кого не оказалось. Владельца на месте нет, гнев на себя пришлось принять посредником. Какие-то документы есть по поводу того, что это аварийная постройка? Нет никаких. Ну, как бы на основании чего просто не мы же интересовались. хозяева. Хозяева надо спрашивать, наверное, есть у них документы, нет. Ну да. Но это собственность, получается, егошняя, инвестора. Постройки, бывший склад и сортировка зерновых культур. Хозяину он сейчас совсем не нужен, ведь он давно не сеет, а значит, собирать нечего. Вы видите эти огромные поля, более 300 тысяч гектаров. Часть из них принадлежат новому инвестору. Когда-то это была плодородная, урожайная земля. Здесь росла пшеница, овес, ячмень. И посмотрите, во что это все сейчас превратилось. У него всего более 4000 гектаров. Здесь 1300 гектаров у него в собственности, остальная паевые земли. Вот это вот паевые земли. Здесь что было? В прошлом году пшеница была, а вот в этом году уже ничего нету. Животноводческая ферма тоже в упадке. Поголовье сократилось в 3 раза по сравнению с тем, что было до. Животные распроданы, люди распущены. Те, кто остался, как они говорят, давно не видели заработной платы. Хорошие трактористы, комбайнеры работают здесь. Все ушли уже, раз деньги не платят, он как семья у каждого есть, детей надо учить, семью надо кормить. Сейчас не слышит простой народ. У кого деньги, тот хозяин. Ни одной техники ничего не оставил. Ни одного крупнорогатого скота, даже паршивого теленка нет. История давняя, но растянутая во времени. В 2017 году в район приходит новый инвестор, который решает плотно взяться за дело. Выкупает землю на сумму порядка 80 миллионов рублей и предлагает вместе строить светлое будущее. Но будущее так и не наступило, а деревня погружается в темное прошлое, когда не было еще ничего, ни земель, ни урожая, ни какого-либо хозяйства. А то, что было, почему-то новый хозяин решает неожиданно забрать с собой. У нас деды работали, прадеды работали в этом колхозе, да? Все собрали, все фермы построили, все гаражи построили деды наши. И кто-то приходит и ничего не привез с собой, и все это увозят. Но это как? Чьими-то руками сделаны фермы, чьими-то руками сделаны вот эти все склады, вот средними пшалами, да? Ну это же грабеж. После реорганизации ваминских хозяйств сюда вот пришел инвестор Лутфулин Зуфар Равильевич, начал вести свою деятельность. Здесь ремонтных
действий никаких не было, строительства не было. Когда он выкупил у Татагра-лизинга, здесь было более 2000 голов КРС, более 400 голов коров. На сегодняшний день уже коров вообще не осталось. Имеется 80 голов КРС, и работники все уволились, зарплату не платил. Лутфулин Зуфар Равилович, в некоторых кругах известный предприниматель. Управляет хозяйством также в Высокогорском районе. Но здесь, в Варском, что-то не получилось. Но признавать это не согласен. Более того, открыто заявляя, ему, человеку бизнеса, не до людей. Им нужен театр. Им нужен шоу, а не работа. Работать они не хотят. Я что, я под кнутом не могу. Один за всех я тоже не могу. Я им сказал, возьмите в аренду, работайте. Покупайте сами себе солярку. Вот вам трактора, техники есть, зерно есть. Сейте, выращивайте, убирайте. Они ни к чему не способные люди. Они привыкли, я истории посчитал про эти деревни. Во времена царя Соломона они были воры. Это не народ, это воры, шайка. В историю с простым народом, который всю жизнь прожил на земле, а теперь якобы не хочет с этой землей иметь дело, верится с трудом. Но закон штука упрямая, и в данном случае на стороне владельца. Это подтвердили все инстанции. Правда, в самом Минсельхозе все равно настаивают. Если взялся, держи слово. Но он инвестирует, он должен инвестировать в развитие своего хозяйства, своего предприятия. Мы же понимаем с вами, что сельское хозяйство в любом случае должно быть отдача от этой земли на той, на которой он работает. То есть сегодня отдачи от этой земли нет. Она просто заросла сорняком. Помимо просто негодования, есть и упрямые факты. Например, федеральный закон 507 об обороте земель. Земли сельхозназначения не могут стоять без дела. В течение 3 лет, если такие земли не используются, их могут изъять. Ремонтной мастерской была. Это еще видели они месяц-полтора-два месяца назад он на ходу в рабочем состоянии был. Вот сейчас покажу внутренняя сторона. Когда-то столярная, токарная мастерская, сегодня осколки бетона, без окон и дверей. Похоже, инвестор посчитал, деревне не нужно собственное производство, а местным мастерам работа. Экономика когда-то перспективного села в дырах и заплатках. Вот здесь была у нас узлищный цех. Все железо здесь управляли, ремонтировали. Вот в таком состоянии он остался. Все молотки, все станки отсюда увезли. Для агрегатов, для тракторов, для машин, для автомашин, для комбайнов все. Мы никуда в магазин не покупали, никакой туда сейчас. Кстати, постройки на земле Лутфулина не принадлежат ему полностью. Часть из них на балансе администрации района. Но кого это когда останавливало? Давайте мы сейчас начнем то, что касается, например, растениеводства, животноводства, и дальше уже будем инициировать, может быть, и другие проверки в отношении данного юрлица. Россельхознадзор сегодня также вместе с нами обследовал эти поля, то есть они дадут ему предписание, предостережение, потом уже через месяц поедут, проверят, выполнено оно или нет. То есть вы ситуацию на контроль берете, я правильно понимаю? Да. Министерство сельского хозяйства совместно с Россельхознадзором уже заинтересовались ситуацией. Ведомство взяло дело на контроль. Что из этого выйдет, покажет время. Жителям остается только ждать, верить и надеяться, что сквозь разрушенные обломки тоже можно увидеть чистое небо. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней.